Альхамдулиллахи раббил алямин, ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля али ва сахби аджмаин. Амма ба'д, дорогие братья, сестры, сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. И вопрос у нас такой, что у нас у всех есть соседи, и наши отношения к нашим соседям бывают разными. И расскажите нам о важности отношений между соседями. Конечно же, ислам уделяет особое внимание для того, чтобы мы обращались наилучшим образом к своим соседям. И есть много случаев, когда наши братья или сестры говорят, что мы не можем терпеть, это выходит все границы, из-за этого мы относимся или отвечаем своим соседям грубо или ругаемся. Нет. Наше поведение и наши слова, наши действия должны стать примером для исправления наших соседей и наших близких людей. Есть такое, что к соседям мы должны относиться с уважением, так как мы уважаем своих родных. И в этом для нас есть огромное благо. Мы должны знать, что соседи делятся на 3 категории. И наши обязанности по отношению к соседям делятся на 3. Первое – то, что твоя первая обязанность, если твой сосед не мусульманин, то ты должен соблюдать обязанность соседства. Второе – когда твой сосед является мусульманином. На тебя возлагается 2 обязанности. Первое – это как к соседу. Второе – это как мусульманин. И третье – если твой сосед, он является мусульманином, он является родственником, то на тебя возлагается 3 обязанности. Это как к соседу, это как мусульманину и как родственнику. И в этих отношениях нам нужно стараться, чтобы мы не оставляли свои обязанности. Почему? Потому что есть очень много случаев, когда люди очень грубо относятся к своим соседям. Даже когда мы строим забор или хотим построить дом, нам нужно поговорить, согласовать со своим соседом. От Абу Хурайры радхияллаху анху передается хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит: тот человек, который верует в Всевышнего и в судный день, то он должен относиться с уважением к своему соседу. Пусть Всевышний нам поможет проявить уважение к своим соседям и ко всем тем, кто нас окружает. Вальхамдулиллахи раббил алямин.